600 миллионов рублей выделено на программу развития сельского хозяйства с 2021 года. Об этом на встрече с членами Общественной палаты рассказал Тавас Ачба, секретарь комиссии Минсельхоза Абхазии. За весь период работы госпрограммы было рассмотрено и одобрено более 1100 проектов по различным направлениям. В Гагарском районе реализовано 28 проектов на 12,7 миллионов рублей. В Гудаутском 178 на 73 миллиона. В Сухумском 98 проектов на 41,3 миллиона. В Гулырыбском 96 на 43,7 миллионов. В Ачамчирском районе 369 проектов на 148 миллионов. В Ткварчалском 40 проектов на 43,5 миллиона. В Гагарском районе 38 проектов на 22,5 миллионов. Тавас Ачба отметил, что большая часть проектов подана участниками по направлению растениеводства и приобретения средств малой механизации. За этот период введено в оборот новых сельскохозяйственных земель более 290 гектаров, садов и виноградников. Высажено 246 тысяч корней саженцев многолетних насаждений, создано 680 рабочих мест, оснащены средствами малой механизации 256 хозяйств. В 2025 году в рамках программы развития сельского хозяйства планируется заложить 153 гектара садов многолетних насаждений. Уже идут работы по закладке участков цитрусовыми и другими культурами, сообщил главный агроном Минсельхоза Тавас Ачба. В основном все акцент делают на цитрусы, именно на ранние спелые сорта мандарин, поскольку они экономически выгодные и прибыльные. Да, в основном сентябрьские. А также 20 тысяч корней винограда. Виноград у нас уже вот с каждым годом сейчас на второе место выходит после остальных. 6 тысяч корней хурмы и 20 тысяч корней различных косточковых, семечковых, других фруктовых, там груши, яблоки, сливы и так далее. На сумму 51 миллион в текущем году уже заказаны 151 единица средств малой механизации, это мини-тракторов и мотоблоков для участников программы. Беслан Джопуа, глава Минсельхоза Абхазии, на встрече отметил, что 10 миллионов рублей ежегодно выделяют на борьбу с сельскохозяйственными вредителями. Необходимые химикаты распределяются по всем районам республики, и у крестьян есть возможность бесплатно получить их в местных администрациях. Также, по его словам, Минсельхоз располагает достаточным количеством препаратов. На сегодняшний день на складе министерства находится дополнительный объем химикатов, если появятся форс-мажорные обстоятельства, чтобы была возможность повлиять на ситуацию. При этом не все крестьяне знают, что могут получить препараты на безвозмездной основе. Препараты распределяются по районам в зависимости от объемов сельскохозяйственных угодий, площадей, на которых произрастают те или иные виды продукции. Госхозы и арендные предприятия мы обеспечиваем по их заявкам, но крестьяне наши, когда к нам приходит с заявкой человек, я имею в виду по участию в программе, и мы говорим, у тебя эта ситуация, жалуются, что там заболели, ты лечил его, говорит, а где мне купить, где мне взять? Как же, мы объявляли, мы говорили по телевизору, мы главам районам выделяем мы по расчету из необходимого количества, то есть мы знаем площадя орехов, знаем площадя цитрусовых, насаждения фруктов и подходящих к небу, но к этому объему выделяем через главы районов. Дальше тяжело проследить, потому что мы ждем отчеты, получаем отчеты. Но почему-то наши крестьяне в большинстве жалуются, что для них это недоступно. Беслан Джопуа также отметил, что вопрос реализации сельхозпродукции местных производителей все еще остается актуальным. У нас основная проблема для наших крестьян – это реализация продукции, которая выращена крестьянином. Все, что мы здесь говорили, и то, что крестьянин занимается, если останется именно реализация сбыт продукции на том уровне, который он сегодня есть, все это будет не иметь смысла. Но, к счастью, несколько предприятий уже занимаются этим. У нас в Гулыбском районе уже практически вводится в строй предприятие, которое строится по программе льготного кредитования российскими банками. Сегодня он уже имеет свои холодильные помещения, оборудование для переработки, завезенное немножко отстает от графика, но тем не менее уже на этой территории будут приниматься именно цитрусы, но он предназначен для переработки, приема, переработки и сортировки, упаковки около 20 тысяч тонн мандарин.
Для более эффективной борьбы с сельхозвредителями правительство планирует приобрести агродроны, сообщил вице-премьер Вараздат Минасян. Производители говорили, вот орех особенно, да, то чтобы, если бы еще с лечением помогли бы, вот такие планы тоже есть, чтобы приобрести агродроны. Это в России уже практикуется. Да, и вот мы тоже, она как бы такая, может, эффективность такая 60-70%, но в профилактических работах она будет иметь хороший эффект. Проекты в рамках программы развития сельского хозяйства распределяются Государственной комиссией, в которую входят представители Министерства финансов, Кабмина, депутатского корпуса и других ведомств. Распределение по районам зависит от активности участников. Как правило, больше проектов поступает из районов с большим земельным балансом. Айлита Арутюнян, Юрий Катиба, Абхазское телевидение.